Глава 2. Еще в январе 1817 года, 26 числа, 3 месяцев не прошло с момента его появления на Кавказе, он пишет Закревскому: «Грузия, если Бог благословит нас необходимым миром, придет мало-помалу к устройству и спокойствию, но меня терзают мерзавцы-чеченцы, которых по возвращении из Персии должен наказать непременно. От Моздока до Кизляра нет спокойствия на линии. Беспрерывное хищничество. Увозят и убивают людей. Слабая на линии управления избаловала поселенных казаков, и они нерадиво охраняют порученные им посты. В рассуждении чеченцев я не намерен следовать примеру многих господ генералов, которые, нападая на них в местах неприступных и им знакомых, теряли множество людей, им не наносили вреда, напротив, каждый раз утверждали их в мнении, что их преодолеть невозможно, и по сочинению пышной реляции, уверив правительство в геройских своих подвигах, возвращались, озлобив их более прежнего. Я приду на реку Сунжу, в места прекраснейшие и здоровые. В горы ни шагу. Построю редуты и хорошие землянки, соберу посеянный ими хлеб и целую зиму не позволю им пасти свой скот на плоскости. Продовольствие сыщу у народов, называющихся приязненными нам, мирными. Эти злые мошенники под личиною друзей, участвующие во всех злодействах чеченцев, пропускающие их через свои земли и дающие им убежище. Останусь до тех пор на Сунже, пока выдадут мне всех наших пленных, заплатят деньги за убытки частных людей, и если достану денег довольно, то на Сунже заложу порядочную крепостицу, в которой расположу некоторую часть войск, теперь на большом расстоянии по линии рассыпанных. С будущую весною уже распоряжено у меня построение одного сильного редута на Сунже со стороны Владикавказа, о чем просили меня горские народы, враги чеченцев, желающие выселиться из гор на плоскость для удобного хлебопашества. Надо отдать справедливость Алексею Петровичу. Он чрезвычайно быстро сориентировался в ситуации и понял, что для достижения стратегического результата необходима точно рассчитанная последовательность действий. Постоянное и грозное давление на противника с обязательным закреплением замеренных территорий и противопоставление одних горских народов другим. Ему приписывают формулу, которую повторяли многие. Кавказ – это огромная крепость, защищаемая многочисленным полумиллионным гарнизоном. Надо штурмовать ее или овладеть траншеями. Штурм будет стоить дорого. Так поведем же осаду. Но при всей своей проницательности Алексей Петрович не представлял себе реальной тяжести, ставшей перед ним задачи. В ноябре 1817 года, вернувшись из Персии и ожидая реакции Петербурга на свой великий проект, он составил и послал императору рапорт, который можно считать и принципиальной оценкой ситуации, касающейся отношений с горцами, и манифестом о стратегических намерениях. За 3 дня до рапорта Александру он писал Закревскому: «Между тем наскучили чеченцы, и дерзкое поведение их дает вредный пример другим народам, которые, смотря на их успехи, думают, что мы не в состоянии усмирить их. Это совершенная правда, что нельзя смирить их прежними способами, ходя к ним в горы и теряя напрасно людей. Но как я взялся, то смирим, и не в весьма продолжительное время». Он не мог представить себе, что война на Восточном Кавказе продлится еще 40 лет. Но именно предложенный им способ воздействия на горцев, ставший определяющим, равно как и наращивание сил, о котором он также толковал, принесут хотя бы видимость желанного замирения. Он равно же не мог себе представить, что в 1840-е и 1850-е годы
на Кавказ будут прибывать из России не отдельные полки, о которых он просил как о великой милости, а дивизии и корпуса, и у главнокомандующего князя Борятинского соберется под рукой более 250 тысяч штыков и сабель, в 10 раз больше, чем у него, Ермолова. Пока же, не получая никаких известий о планы, мучит меня страшное желание в 20-й дивизии полки линейной пехоты обратить в егеря, так чтобы кроме егерской бригады в обеих прочих было по одному егерскому полку, то есть в 6 полках дивизии будет 4 полка егерских. Сие необходимо по роду войны в здешнем крае, часто малыми частями, всегда в таких местах, где егеря с гораздо большей употребляются выгодою. В лесной и горной войне, где неприменимы были обычные приемы европейских войск, егеря были тем самым родом войск, который мог эффективно противостоять сражавшимся россыпью горцам. Еще не начиная боевых действий против горцев, Алексей Петрович обдумывал необходимые реформы. В том, что после возвращения из Персии ему придется столкнуться с горцами, он не сомневался. Более того, мечтал об этом. Глава 3. В апреле 1818 года, готовясь выступить на Сунжу, он писал Закревскому: «Чеченцы, друзья наши, кажется, уже надуты. По приуготовлениям думал я, что они оставят ближайшее селение и разбегутся, но они лучше сделали. Они в совершеннейшей беспечности, что я, по примеру прежних на линии начальников, дождусь глубокой осени, и когда лес обнажится от листьев, пойду пожигать их селения, из которых обыкновенно удаляют они своих жен и лучшее имущество, а наши рыцари придут и пожгут пустые дома, потеряют множество людей и все подвиги заключат лживыми и пышными реляциями. Я, напротив, прикинулся не желающим другого, как оградить себя от хищничеств и разбоев, уверяю их, что они люди честные, не мешаю в сельских работах и занятиях, а посеянный ими хлеб возьму на себя труд сжать солдатами и сено их скошу в пользу войск. Теперь, чего никогда еще не бывало, открою подряды на перевозку к Сунже провианта, и некоторое количество берутся ближайшие чеченские деревни перевозить за плату, которая не выше будет той, что даем мужикам нашим. В нынешнем году не успел я занять всей Сунжи, а в будущем некоторые из деревень, называющиеся мирными и кои делают нам ужаснейший вред, получат благосклонное приглашение удалиться в горы и оставить прекраснейшие земли свои в пользу стесненных казаков наших и верных нам и добрых нагайцев, около Кизляра живущих. Удалиться в горы значит на пищу святого Антония. Не надобно нам употреблять оружие, от стеснения они лучше нас друг друга истреблять станут. Вот вернейший план, которого, если бы держались мои предместники, давно бы мы были покойнее на линии. План, по которому вытесненные в горы чеченцы, лишенные пашенных земель и пастбищ, должны были драться друг с другом за пропитание, был вполне достоин патера Грубера. В выборе средств, если они обеспечивали должный результат, он не затруднялся. Приготовление к напору на чеченцев, с чего, собственно, и началась активная фаза Ермоловской войны, происходили на фоне драматической переписки с Нессельроде о персидских делах. И, готовясь к военным действиям и приступив к ним, Алексей Петрович ни на минуту не забывал о главном своем замысле. Подавление чеченцев было занятием необходимым, но для него второстепенным. 10 августа 1818 года в крупнейших должностях,
озлобили народ притеснениями. Желая наказать чеченцев, беспрерывно производящих разбой, в особенности деревни, называемые качкалыковскими жителями, коими отогнаны у нас лошади, предположил выгнать их с земель аксаевских, которые занимали они сначала по условию, сделанному с владельцами, а потом, усилившись, удерживали против их воли. При атаке сих деревень, лежащих в твердых и лесистых местах, знал я, что потеря наша должна быть чувствительную, если жители оных не удалят прежде жен своих, детей и имущества, которых защищают они всегда отчаянно, и что понудить их к удалению жен может один только пример ужаса. Всем намерений приказал я войско донского генерал-майору Сысоеву с небольшим отрядом войск, присоединив всех казаков, которых по скорости собрать было возможно, окружить селение Дадан-Юрт, лежащее на Тереке, предложить жителям оставить оное, и, буди станут противиться, наказать оружием, никому не давая пощады. Чеченцы не послушали предложения, защищались с ожесточением. Двор каждый почти окружен был высоким забором, и надлежало каждый штурмовать. Многие из жителей, когда врывались солдаты в дома, умерщвляли жен своих в глазах их, дабы во власть их не доставались. Многие из женщин бросались на солдат с кинжалами. Большую часть дня продолжалось сражение, самое упорное, и ни в одном доселе случае не имели мы столько значительной потери, ибо кроме офицеров простиралось оное убитыми и ранеными до 200 человек. Со стороны неприятеля все бывшие с оружием истреблены, и число оных не менее могло быть 400 человек. Женщин и детей взято в плен до 140, которых солдаты из сожаления пощадили, как уже оставшихся без всякой защиты и просивших помилования, но гораздо большее число вырезано было или в домах погибло от действия артиллерии и пожара. Солдатам досталась добыча довольно богатая, ибо жители селения были главнейшие из разбойников, и без их участия, как ближайших к линии, почти ни одно воровство и грабеж не происходили. Большая же часть имущества погибла в пламени. Селение состояло из 200 домов, 14 сентября разорено до основания. 30 числа сентября я сам пошел с 6 батальонами и 16 орудиями артиллерии к деревням Качкалыкским, и 2 октября атакована деревня Горячевская, сильнейшая из них. Твердое положение оной местами укреплено было окопами, но чеченцы, будучи выгнаны из них штыками, не могли удержаться в самой деревне и только производили перестрелку из лесов ее окружавших. Потеря наша была ничтожная. Через день войска приблизились к деревням Наенберды и Алаяр-Аул. Из первой выгнаны чеченцы сильную канонадою, последняя была ими оставлена, потому что легко могла быть окруженную. Обе разорены совершенно. При возвратном войск следовании чеченцы показались из лесов, но перестрелка не продолжалась. Деревня Хангельды просила пощады, обещавшая жить покойно и не делать разбоев. Аксаевские владельцы ручались за жителей оных, и им дана пощада. Вообще чеченцы защищались без упорности, и ни в одной из деревень не было жен и детей. Имущество также было вывезено. Пример Дадан-Юрта распространил повсюду ужас, и, вероятно, мы нигде уже не найдем женщин и семейств. В сие самое время генерал-майор Сысоев из крепости Грозной с батальоном 16-го егерского полка и Куринским пехотным полком вступал в чеченскую землю через урочище Ханкаля, дабы согласованным с разных сторон движением, развлекая силы чеченцев, облегчить предприятие против селений качкалыковских. 5 октября войска возвратились в крепость Внезапную. Между тем получал я от Шамхала Тарковского известие, что брат изменника аварского хана собирает войска, дабы истребить его.
что вся Мехтулинская провинция, забыв потерпенное в прошедшем